Президент Абхазии Аслан Джани провел расширенное совещание с участием членов правительства, глав районов и городов республики, представителей энергетической отрасли. В совещании приняли участие вице-президент Бандра Гумба, премьер-министр Александр Анкваб, руководитель администрации президента Абессалом Кварчи. На повестке были актуальные вопросы, касающиеся мер по оказанию содействия посольству Российской Федерации в Абхазии в проведении голосования граждан на президентских выборах и текущей ситуации в энергетической отрасли республики. Обсуждая вопрос подготовки к предстоящим выборам президента в Российской Федерации, вице-президент Бандра Гумба отчитался об итогах заседаний рабочей группы по оказанию содействия посольству России в Абхазии в проведении выборов. В городе Сухум будет открыто 7 избирательных участков, 5 в Гагарском районе, в Гудаутском 6, 2 в Сухумском районе, в Гуларыбском районе 3, в Ачимчирском районе 5, Хварчал и Гал по одному избирательному участку. Все вопросы, которые актуальны, решаются совместно с нашими коллегами с посольства Российской Федерации. Премьер-министру Александру Анкваб поручил обеспечить максимальное участие государственных служащих и бюджетников, имеющих российское гражданство, в голосовании. Уважаемые главы городов и районов, еще раз хочу обратить ваше внимание на важность этого политически значимого мероприятия. Как это обычно вы умеете делать, рассчитываю на то, что вы себя проявите на самом высоком уровне. Пока еще есть время, если что-то нужно подкорректировать, нужно помочь, мы поможем. В ходе совещания особое внимание было уделено сложившейся ситуации в области энергетики. Министр энергетики и транспорта Джансух Нанба озвучил текущее положение в отрасли. В целом по ситуации из социального перетока, полученного из Российской Федерации по объему 210 миллионов киловатт-часов, на сегодняшний день мы уже потребили порядка 38 миллионов, остается чуть более 170 миллионов киловатт-часов, что по нашим расчетам обеспечит нас электроэнергией еще на 30 дней. Говорю приблизительно, потому что, опять же, много факторов. Уровень температуры и так далее. Основной задачей для себя сейчас считаем максимальную экономию того перетока, который мы получаем из Российской Федерации. В этой связи даны соответствующие поручения, учитывая текущее состояние уровня воды в Джварском водохранилище, часть нагрузок переместить на Ингурское направление. То есть больший объем электроэнергии мы сейчас будем брать от комплекса Ингур-ГЭС. Президент Аслан Джани выразил озабоченность по поводу низкой собираемости платежей за потребленную электроэнергию и запросил у участников совещания предложения по улучшению ситуации. Министр Нанба указал на отсутствие приборов учета и низкую финансовую дисциплину как основные причины проблемы. В нашей стране мы привыкли к тому, что электроэнергия дешевая и за нее не обязательно платить. К сожалению, времена изменились, и мы все прекрасно понимаем, что если мы не будем платить за электроэнергию, которую потребляем, мы останемся вообще без нее. Тимур Джанджоли, глава РУП «Черноморэнерго», отчитался об уровне собираемости по районам за период с мая по декабрь 2023 года. В Арчельском районе собираемость 3,3%. Так, в Гальском районе 15,2%. В Ачамчирском районе 7,63%. Гулярыбский район 14,02%. Сухумский район 11,4%. Город Сухум 18,7%. Гудаутский район 15,29%. Гагра 26,1%. Он также рассказал о том, что в настоящее время по стране установлено 22,5 тысячи приборов учета потребляемой электроэнергии, а на подготовку и установку сетей приборов в 2023 году было израсходовано 67 миллионов рублей. На совещании был высказан ряд предложений и мер, направленных на улучшение собираемости платежей и оптимизацию потребления электроэнергии.
а также обеспечение стабильности и безопасности энергоснабжения на долгосрочную перспективу. Глава администрации города Сухум Беслан Эшба высказался о том, что проблемы с собираемостью оплаты за электроэнергию связаны с отсутствием нормативно-правовых инструментов воздействия на неплательщиков. Пока не будет прописано ответственности, мы бегать по дворам, конечно, это можно сделать, мы выполним ваше поручение, но эффект какой будет, я вам хочу сказать, его предугадать очень сложно. С человеком, когда разговариваешь, надо говорить о том, что если ты не заплатишь, тебя лишат того-то, того-то. Глава администрации Галского района Константин Пилия рассказал о том, что в одном из сел района на главу села возложили обязанность принимать непосредственное участие в процессе сбора оплаты за потребленную электроэнергию, что повысило уровень собираемости в 5 раз. Там была очень низкая собираемость, и мы что сделали? Я пригласил руководство РУПа Черноморэнерго, мы сменили, взяли на себя ответственность, временно отсторонили и возложили все на главу и на заместителя главы села. И это мы получили эффект. Премьер-министр Александр Анкваб отметил, что людей, которые должны обеспечивать собираемость платежей и не справляются со своей работой, нужно увольнять. Те люди, которые должны обеспечивать это поле, пахать это поле, к сожалению, работают из рук вон плохо по нашему плохому администрированию. Это огромная армия людей, которые плохо выполняют свою работу. Глава администрации Гагрского района Юрий Хагуш сказал о том, что в случае, если РЭС и Энергосбыт передадут от РУП Черноморэнерго в ведение администрации Гагрского района, то район сможет взять на себя обязательства по приобретению и установке приборов учета, трансформаторов и всех прочих работ, связанных с этим видом деятельности, за счет средств районного бюджета. Будут результаты, и показатели, и цифры. Я думаю, что время, конечно, на это нужно будет, и мы справимся с этой задачей совместно. Когда передадут нам. Плюс еще мы со своего бюджета, мы ждем из года в год, когда по инвестпрограмме нам дадут деньги, чтобы мы купили счетчики. Мы будем покупать их со своего бюджета. Завершая совещание, президент поблагодарил участников и выразил надежду на то, что многое удастся решить, несмотря на то, что предстоит сложный год. Год непростой, проблем огромное количество, многое должно получиться. Год очень непростой, в рамках этого года выполнить необходимо огромное количество дел.